Cemaat, bilubizce her halk, her millet kişisi özünün burungu tarihini, burungu kulturusun bilirge tırışıp gelgen ilikten birli. Hem bu bir tabii hal, burunguluk mu bilmetirip, bugünkünün kazanışların, bugünkünün kaderini bilip bulmayı. Bizning burungu tarihimizni buzup anlatalar. Avrupa alimleri, şulay Rus alimleri de şulay anlatıp keldiler. Bizning kazanışlarımızı ikinci halklarga verirler. Biz Türkiye halkları orta kalgan halk bulganbız, nadan halk bulganbız. Bizim tarihimizde soğuk çırgağına başlana deyip şulay öğretip keldiler. Mana şu halklar arasında da bizim tarihimiz belirlenmişli halklar arasında Skiflar, Saklar diyen halklar var, burungu halklar. Onlar Orta Asya'da hem Künçülüş Avrupa'da yaşayanlar. Mana şu halkların bütün hizmetleri de yavrulıp bütünüsü balar İranlar deyip baralar. Mana şu ülkede alındım ben soğuk yıllarda. Özümüzün tarihimizni öğrenmeye alındım. Bir köp hizmetler öğrenmeye doğru geldi, bitirgen hazır mevne bir yıl yana monografiya çıkarırga, kitap çıkarırga jinam. Men Rus tilinde yazam, çünkü bu Türkiye halklarının tarihin, dürüst tarihin turguzu, yağadan dürüst itip yazı degen bir gerek. Hem Rus tilinde yazımın sebebi başka Türkiye halklarında bilirge teyiş bizim tarihimizni. Onun için kişi özünün yortuğun biriga mümkün. Köp kişi salıp öğrenilgen iken, demek onu başka halklarda bilirge teyiş. Şuna göre ben o hizmetimni Rus tilinde yazdım. Ol bulay dep atalaşak, hem bir yıl çıkaşak Allah birsa, yaşımızda eğitibarlı mende yaşına etir yapmışmıyorlar. Neler bir yıl 85 yaş dolar. Kaçı yübile yılı minem. Bu çıkaşak kitabının ismi Pra-Тюрки, yani en burungu Türkler namaz. Pra-Тюрки, их прародина, и язык, этническая история, и культура. Mana şulay dep atalaşak. Несмотря на то, что трудами исследователей разных профессий и поколений сделано очень много, этнической и этнокультурной истории скифов и саков до сих пор остается довольно противоречивой и далекой от окончательного решения. Нежелание прислушиваться к мнению друг друга, стремление во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения, даже вопреки здравым идеям и обоснованным исследованиям, превратили эту историю в клубок загадок, распутывание которых требует значительных усилий. В качестве типичного примера можно указать на концепцию Грекова-Милюковой, которые в своем исследовании утверждают единство, это их слова, единство языки всех скифских племен может быть усмотрено еще из преданий о происхождении скифов, которые передано Геродотом. Лингвистические изучения Миллера и после его работ принадлежность скифов и поздних сарматов к иранские ветви языков вполне приняты лингвистами. Вполне приняты, им же но такое утверждение явно не согласуется с реальными фактами. Миллер, на котором ссылаются эти авторы, никогда и нигде не сделал однозначного заключения, что скифы на языковом отношении состояли якобы из одних только иранцев. Наоборот, из всего количества 425 варварских имен, зафиксированных в античных письменных источниках, он 250 считал неиранскими. Да и свидетельство Геродота о том, что скифы нуждались в 7 переводчиках, чтобы проехать к народу. Агриппиев убедительно указывает на существование в скифе различных по языку народностей. Разумеется, среди ученых есть исследователи также другого порядка, более объективные и здравомыслящие, которые допускают присутствие среди так называемых скифов и неиранских этносов. В их числе крупный антрополог Алексеев, пришедший к следующему заключению.
это слова Алексеева, вопреки мнению тех исследователей, которые видят генетические истоки скифо-сакской культуры в единой этнической среде, палеоантропологические данные дают возможность поддержать другую гипотезу. Скифо-сакская культурная общность не образует генетического единства и сложилась на базе нескольких разных по происхождению антропологических своеобразных компонентов, которые в этнической могли существенно отличаться друг от друга. Конец цитаты. Однако полемизировавших между собой ученых, особенно неконсервативного склада, интересует не только физическая разнородность скифов, но и системные различия, скрывающиеся за кажущейся монокультурой. Это удерживающийся много лет схему решительно ломает известный казахский археолог и историк Акишев. Он, исходя из своих исследований, уверенно и дерзко утверждает, его слова, теории о единстве культуры скифского времени евразийских степей осмысливались исключительно на блеске золота и бронзы, на таких элементах культуры, как скифская триада. Триада – это три характерных вида культуры: вооружение, конские упряжки и звериный стиль в прикладном искусстве. Триада при этом недостаточно учитывались менее яркие, но менее важные элементы, как погребальный обряд, керамические сосуды, предметы быта. Между тем, эти составные части культуры имеют принципиальное значение для определения ее генезиса и выяснения этнической истории племен. Итоги племен. Скифская культура, конечно, не ограничивалась лишь материальной сферой, но охватывала также и духовную сферу, в том числе и идеологические представления древних племен. Исходя из того, что индоиранская языковая семья входит в состав индоевропейской семьи языковой общности, приверженцы теории ираноязычности скифов упорно пытаются разыскать параллели в эпических сюжетах и мотивах, пантеоне богов и мифологических верований и в искусстве звериного стиля с идеологическим представлением индоиранцев и индоариев. Это книга Авеста и Ригведа, это их книга, как раз древнейшая. Особую находчивость проявляет во всем этом археолог и историк Кузьмина, который уже много лет цепко и упорно держится за теорию тотальной всеобщей ириноязычности скифов. Однако французский ученый Дюмезель, изучавший скифское общество в аспекте преемственности и сравнительном плане с индоариями и древнеиранцами, пришел к поразительному выводу о том, что скифское общество далеко уклонилось от индоевропейской, в том числе иранской модели. Вместе с тем Дюмезель и его последователи установили, что модель скифского общества гораздо больше соответствует социальной структуре сарматов, хунну и даже средневековых казаков, монголов, чем индоевропейскому, индоиранскому обществу второго тысячелетия до нашей эры. Попутно заострим внимание на то, что сторонники теории иранского всеобщества, единства скифов, безапелляционно заявляют и беспрекословно считают, что алтайские и тюркоязычные племена продолжали у себя многие социальные институты и соответствующие им ритуалы и символы не в порядке этнической преемственности или наследования, а заимствовали якобы от общей модели у ираноязычных скифов, будучи культурно отсталыми и более поздними пришельцами. Как тут не вспомнить пресловутую теорию влияний, сопровождающуюся индоевропейскую науку, которая чаще всего решает культурные и языковые параллели в духе влияния большого народа на малый. Французский ориенталист Дюмезель
хотя и предполагал, вернее, допускал того, что свойственная древним индоариям и иранцам модель, вероятно, продолжала существовать у скифов их идеологии. На деле же в скифской духовной культуре, включая мифологии и религиозные представления, отсутствует ряд наиболее характерных для Ригведы и Авеста идеологических особенностей и определяющих принципов. Приведу примечательный, в высшей степени поразительный пример, которого никак не хотят замечать или, скорее всего, сознательно обходят сторонников всеобщего иронизма скифов и саков. Как установлено исследователями, ученые многих поколений, индоевропейские народы, включая индоариев и иранцев, были змеоборцами, яростными противниками культа змей. И не случайно, это до ислама еще далеко, до нашей религии. И не случайно даже несколько веков спустя на основе этих верований христианская религия прочно утвердилась о тождествлении змеи с дьяволом, сатаной, принявший обличие змеи. Кстати, в силу принадлежности славянских племен к индоевропейскому единству, в их мифологии и фольклоре тоже довольно широко представлены змееборческие идеи и сюжеты. Притом образ змеи-дракона в славянском эпосе обычно ассоциируется с кочевыми племенами, в том числе древними тюркскими кочевниками. Зороастрийской религии иранцев присущ дух нетерпимости кочевым варварам, их ближайшим соседям, туранцам, считающимся большинство следователями саками, иранцами. Только правомерно, вот как раз что утверждают еще исследователи, только правомерного зороастрийца это учение считает подлинным человеком. Чуждым народам зороастризм внушает ненависть. Они для него не иранцы, не арийцы, люди насекомые, змеобразные существа. Пророк Заруштра идеализировал правоверную хозяйственную жизнь оседлых земледельцев иранцев, который он резко противопоставил неправоверному кочевническому образу туранцев, среди которых подтверждают обыкновенные исследователи и были и наши предки. Казалось бы, если скифские племена повально представляли из себя по этносу и языку собственных иранцев, то должны были сохранить хотя бы в пережиточной форме следы змееборческой идеологии, весьма характерной для их предков. Но источники, непосредственно повествующие о скифах, все без исключения об этом молчат. В скифской мифологии и эпосе нет ни божества, ни героя, носящего змееборческий характер. Зато у этого полиэтнического народа не только в мифологии, но и изобразительном искусстве наличествует культ, то есть сакрализированные почитание змеи. В частности, в греческих источниках сохранилась своеобразная генеалогическая легенда о происхождении скифов от полудевы, полузмеи, нижняя часть туловища которой завершилась ногами в виде змеи. Исследователи этот образ называют просто мифической змеиногой, матерью, да богиней, прародительницей, а некоторые даже отождествляют ее со скифской богиней земли и воды, которая называлась Апи. Эллинизированная легенда, сохраненная Геродотом, гласит, что Геракль, чтобы вернуть себе упряжных коней, которые пропали, когда он спал, в качестве выкупа вынужден был вступить со змеиной девой в любовную связь. После этого она родила 3 сыновей, и когда они мужали, из младшего из них, из скифа, сумевшего только один натянуть оставшийся отцом лук, произошли потом все скифские цари. Не задумываясь о содержании этой легенды, одни исследователи упорно пытаются разыскать заморфные параллели, то есть звериные образы и символы,
из мифологии индоиранцев и индоариев, оставаясь, разумеется, на позиции единого иранизма скифов. Некоторые же исследователи, в их числе и почтенный археолог, историк Рыбаков, даже умудряется сопоставить и сблизить скифского родоначальника Таргитая с иранским змееборцем Феридоном, индийским Таритоном, а также греческим Гераклем, которые, согласно мифам, выстраивают как победители, которые, согласно мифам, выступают как победители трехглавых змей-драконов. Это явно противоречит содержанию скифской генеалогической легенды, так как в ней змееногие девы не погибают от рук змееборца, как требует этого змееборческие идеологии иранцев, а выступает перед ними целый невредимый, главный, как почитаемый скифами, татарин родоначальник. Вот тут-то мы кардинально расходимся во взглядах с приверженцами единого и тотального иранизма скифских племен и твердо и решительно склоняемся к тюркоязычной части из них. Ибо, как установлено наукой, противовес индоевропейцам и иранцам, именно для тюркских племен, незапамятных племен, в различных формах было характерно почитание змей. Мы имеем в виду в данном случае не только белую змею, представленную в мифологии и фольклоре тюркских народов, но и одноголовую крылатую змею Сазагана, этимология которого, как мы считаем, возводится к сакскому слову «сазда» со значением «змея», а пришедшая из индоевропейской иранской